Сорбенты для ликвидации последствий нефтеразливов, реагенты для водоочистных сооружений и другие технологии. Все местного производства. Ученые Коми продолжают заниматься разработкой отечественных технологий. С последними результатами ознакомилась и Ксения Лосева. В стеклянных колбах бактерии, дрожжи и даже водоросли. Работа в лабораториях Института биологии Коми научного центра не прекращается ни на минуту. Именно здесь зарождаются идеи, которые в дальнейшем превращаются в реально работающие технологии. Повышение урожайности, уменьшение воздействия на окружающую среду, ликвидация последствий нефтеразливов. Со всем этим сегодня Коми может справляться самостоятельно. Так, например, одной из разработок наших ученых биогеосорбент еще с 2016 года применяют предприятия, которые занимаются рекультивацией нефтезагрязненных почв. Глауконитовый песок, он также есть и в республике Коми. Кроме того, мы совместно с Институтом геологии провели исследования не только на этой породе, но и на анарцин содержащей породе, которая показала очень хорошие тоже результаты. Так вот, этот песочек, он является хорошим сорбентом. А клетки, которые на нем иммобилизированы, они уже выполняют следующую функцию – это деструкцию нефтепродуктов или других органических загрязнителей. Есть у наших ученых и решения, которые позволят заменить дорогостоящие иностранные реагенты, которые сегодня используют для очистки сточных вод. Суспензии здесь делают на основе микроводоросли. Опыты показали, что она способна очищать воду до 94%. Кроме того, сегодня в лаборатории исследуют возможность получения пользы из отходов производства. Так, например, кофейную шелуху можно использовать в сельском хозяйстве, а кородревесную смесь для ликвидации последствий нефтеразливов. Многое может зависеть от тяжести загрязнения. То есть в сильно загрязненных субстратах, безусловно, среда неблагоприятна, и, как следствие, некий стресс испытывают микроорганизмы, поэтому сообщество будет развиваться дольше, при условии, что все технологические этапы были соблюдены, и работа ведется верно и контролируемо. Я думаю, за месяц можно получить потрясающие результаты чистки, до 90%. Непростая обстановка в мире и санкции новым научным исследованиям не помеха, говорят в институте. Все работы здесь продолжают в штатном режиме. В направлениях экологической биотехнологии и сельского хозяйства у Коми даже есть некий задел. Многие данные уже есть, а потому сегодня важно, чтобы бизнес активнее интересовался местными разработками. Ксения Лосева, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар.